Смотрите сегодня в выпуске. Социальная реклама в современном обществе. Помогая себе, помогая другим. Наступает пора новогодних чудес. Одним из основных информационных потоков в современном мире является реклама, и по силе воздействия рекламная информация практически не имеет себе равных. А именно посредством социальной рекламы затрагиваются животрепещущие проблемы общества с целью задуматься о своих жизненных ценностях и отношению к ближнему своему. При этом ее основной задачей является не только привлечение внимания общественности к социальным проблемам, но также призыв к их решению и предложение возможных действий для этого. He lies about his happiness. He lies because of me. Сегодня мы хотим познакомить вас с инициативной группой родителей, которые своими силами организовали съемки серии социальных роликов «Белые ангелы. Право быть равным». Реклама направлена на информирование общества о ситуациях, в которых они могут оказаться, когда встречаются с детьми с задержкой психологического развития речи. Какие пути решения общество может предпринять, чтобы помочь в их адаптации в нормальной среде? Идея создания НКО пришла, когда мы, все мамы, объединились 3 года назад на ЕКТ.ру и в WhatsApp-группе. Оказалось, что мы не одни с такой проблемой, с такими детьми, задержка речи. Мы даже не знали, что есть такая проблема задержки речи у детей. У детей бывает. Изначально 3 года назад было у нас всего лишь 30 человек. И за эти 3 года нас стало 170 человек. Мы обсуждали проблемы, мы поддерживали всячески друг друга. И проблема оказалась совсем обычной, да? То есть всего лишь надо было решиться создать НКО. Проблема задержка речи стала очень актуальна. Практически очень много детей не говорят хорошо в свои 5-6 лет. Это уже получается диагноз, да? Кажется, что дети нормальные заговорят. Нет, на самом деле такого чуда обычно мало происходит. Зрителям представляют 3 ситуации – детский сад, школа и магазин. Во всех роликах принимают участие детишки-родители с инициативной группы. Ситуации выбраны не случайно. С каждой из них родители столкнулись в реальной жизни. Михаил Ключевский, он очень большой молодец. Он оказался учеником вот этой учительницы, которая в ролике про школу, да. Ему все объяснили, он сразу же все понял, влился, креативно очень, мастерски подошел и прекрасно все отсняли. Мы пока добиваемся того, чтобы нас принимали. Инклюзивное образование в детские сады, чтобы наших детей не отторгали, чтобы воспитатели понимали. Если общество еще и поймет, благодаря нашим роликам, увидит, и кто-то покажет своим детям, да, кто-то сам поймет, кто-то увидит даже себя, может, в этих ситуациях. Да.
После удачного опыта в социальной рекламе родители приняли единое решение продолжать работу в том же русле. Тем более ролики получили положительные отзывы в нашем обществе и заставили многих задуматься. Помогая себе исполнить задуманное, вы можете помочь другим. Уже в доброй традиции у благотворительного фонда «Харасхал» поддерживать инициативы общества в реализации социальных проектов, направленных на улучшение положения детей с ограниченными возможностями здоровья в Якутии. Для этого фонд проводит конкурс по предоставлению гранта социальных проектов, помогая себе, помогая другим. Сегодня мы с радостью начинаем знакомить вас с победителями данного конкурса, которые уже активно воплощают свои инициативы. Якутская республиканская общественная организация содействия реабилитации детей с кохолеарными имплантами «Шаг в мир звуков» вошла в 5 лучших проектов конкурса. В прошлом году они впервые провели в Якутии конференцию для родителей, воспитывающих детей с нарушением слуха. В этом году, благодаря победе в конкурсе грантов, организация успешно провела 2-ю республиканскую конференцию. В прошлом году тоже проводилась конференция. Стало ясно, что это очень актуально для родителей, что вот все вместе встречаемся и приходят на конференцию, приходят представители разных структур, касающихся вопроса реабилитации, и педагоги проводят мастер-классы для родителей, и дети участвуют в различных конкурсах, тоже раскрывают свои таланты, свои возможности. В конференции активное участие принимают не только родители, но и их детишки. Так, программа мероприятия была разделена на 2 блока – взрослый и детский. Первый блок проходил в официальной обстановке, и в нем приняли участие представители министерств и ведомств, медицинских учреждений, общественной организации и родители, которые обсудили вопросы реабилитации и социализации детей с кохолеарными имплантами в обществе. Во втором блоке принимали участие только дети. Для них была организована научно-практическая конференция «Я слышу мир», где участники представляли свои проекты и исследования. Также был проведен конкурс сочинений «Мой аппарат, мой друг и помощник» и конкурс на лучший рисунок. Таким образом, детишки могли в полной мере проявить свои таланты. Моя тема голос, инструмент общения. Я слышу ласковый голос мамы. Мою маму зовут Сакаяна Валерьевна. Ее голос спокойный и ненадежный. Я слышу уверенный голос папы. Моего папу зовут Прокопий Васильевич. Параллельно с конференцией родители и дети имели уникальную возможность поработать со специалистом из Санкт-Петербурга по настройке кохлеарного аппарата, который требует регулирования раз в год. Лучшие специалисты этой области работают именно в столице на Неве, но не у каждой семьи имеется возможность выезжать за пределы Якутии. И сами родители и педагоги хотят раскрыть талант, раскрыть ребенка, чтобы ребенок научился выступать перед публикой. В прошлом году мало детей выступали, а сейчас уже во всех этих конкурсах общее где-то 80 детей. И все они благодаря гранту, все они получили призы и подарки. Общественная организация «Шаг в мир звука», воплощая свой проект, в первую очередь оказывает существенную помощь родителям, воспитывающих детей с кохлеарными аппаратами, тем самым помогая морально. Наступил последний месяц года. Новый год уже на носу, а поэтому самое время начать думать о подарках своим близким. Общественная организация «Лучики добра» может вам в этом помочь. Родители своими силами творят подарки, которые не только порадуют адресатов, но и будут полезны в быту. Мы хотим устроить для наших детей праздник, утренник новогодний. Для этого, конечно, нам нужны деньги. И мы хотели бы немножко подзаработать своими поделками. Сейчас мы делаем шкатулки, планируем их продать, чтобы немножко хоть нам выручить денег.
и устроить детям новогодний праздник, новогодний утренник. Это шкатулки, мы их делаем из баночек, декорируем красиво. Их можно использовать как подставки под карандаши, фломастеры, под кисточки. Можно внутрь насыпать конфетки, как подарочек такой для детей. Можно туда заколки сложить для девчонок, какие-то мелкие игрушечки, которые все время где-то валяются, чтобы их не раскидывали. Вот удобно хранить в этой баночке. Ну и она сама по себе выглядит очень симпатично. И плюс с ней ничего не сделается, она не испортится, не сломается. Поэтому вот. Такое творчество на родителях как сказывается? Мы, во-первых, пришли сюда даже не сколько ради поделок, а чтобы пообщаться. Потому что дорогого стоит вот такое общение, так как выйти из дома постоянно, нет возможности у родителей, очень редко. Кто-то, может, раз в месяц вышел вот впервые из дома, кто-то раз в неделю. Поэтому, прежде всего, они общаются, делятся друг с другом чем-то, вот новостями у всех накопилось. Ну и заодно приятное с полезным совмещают. Организация «Лучики добра» творят чудеса ежегодно, организуют новогодние утренники, подарки и даже помогают воплотить заветные мечты. Он не нашими силами, нам такое не осилить, проводится. Этот проект для того, чтобы исполнить какие-то заветные желания наших детей, особенные. То есть сладкий подарок получит, конечно, каждый, а что-то такое особенное, заветное, то, что не под силу ни родителям, ни нам, помогают нам просто добрые люди. Мы объявили об акции в интернете, и приходят, обращаются к нам простые люди и какие-то и предприниматели, и совершенно обычные, которые готовы выбрать какой-то подарок, который им по силам, и сделать такое вот чудо, сотворить для кого-то из детишек. Если вы тоже горите творить чудеса и желаете помочь детишкам из ДЦП, то связывайтесь с руководством организации «Лучики добра» по телефону 8 924 660 63 61, 8 924 660 63 61.